Всем привет, меня зовут Динамухамед, я выпускник НИШ города Талдыкурган, и школу я закончил в 2015 году. Далее поступил в Назарбаев университет по специальности химия, закончил там бакалавриат в 2020 году и в 2020 году поступил на магистратуру в Брок University в Канаде. На самом деле решение поступления в НИШ было довольно спонтанным. Сам я родом из города Алматы и учился в довольно простой школе до 6 класса, но я понимал, что в 7 классе желательно уже поступать в более специализированную школу. И на тот момент было два только выбора, это либо поступление в РФМШ, либо в КТЛ. Но, насколько мы все знаем, в РФМШ принимают только с 9 класса, а в КТЛ я уже пропустил дедлайн сдачи экзаменов. И как-то раз приезжают мои двоюродный брат и тетя с Талдыкургана, и мне брат показывает фотографии какой-то новой школы, которая построилась в Талдыкургане. И на фотографиях был бассейн, американские такие шкафчики у каждого школьника. И он на тот момент сам поступал туда в 10 класс. Сказал, школа называется президентская школа. Я, конечно, будучи 12-летним ребенком, сильно загорелся и просто ляпнул, вот бы мне тоже учиться в такой школе. И через 2 недели моя тетя позвонила моей маме, сказала, что я подала заявку за Димаша, пусть приедет, попробует сдать экзамены. У меня было буквально 2 недели на подготовку. Я приезжаю в Талдыкурган, сдаю экзамены с горем пополам. Насколько помню, я был 124-м из 125 принятых 7-классников. А что касается самого процесса экзаменов, там было 2 тура. Первый тур был математика и 3 языка, казахский, русский, английский, а второй тур было уже 3-4 математические задачи. Ну, я сдал эти экзамены и по итогу оказался в НИШ. Наверное, для многих это действительно правда, что школьные друзья – это на всю жизнь, но не в моем случае, к сожалению. Потому что даже когда я переехал с Алматы в Талдыкурган, уже тогда было тяжело поддерживать общение с моими одноклассниками с Алматы. И даже в самом НИШ я поменял 2 класса, потому что, насколько я помню, после 9 класса нас делили по направлениям, в моем случае это было химбио. И, наверное, основной поинт заключается в том, что школьное время я больше ассоциирую с олимпиадным движением. И, наверное, нежели чем с одноклассниками, я был более близок с олимпиадниками, с которыми мы вместе готовились, к каким-то олимпиадам, проводили вместе время. Но все равно, несмотря на это, мы до сих пор состоим с одноклассниками в общих чатах в WhatsApp и стараемся поздравлять друг друга по праздникам. Как я и говорил ранее, школьное время у меня в первую очередь ассоциируется с подготовками к олимпиадам. И когда я поступил в НИШ в 7 классе, буквально через 3 месяца уже проводился отбор в Олимпийский резерв по предмету химия. Я попробовал себя там и прошел в Олимпийский резерв. И поэтому дальнейшие 5 лет обучения у меня действительно ассоциируются с подготовками к олимпиадам. Я был участником и призером областных, республиканских и международных олимпиад. И поэтому перед поступлением в Назарбаев университет для меня был очевидный выбор касательно того, что я должен поступать на химию. Как я и говорил ранее, школьные годы у меня в первую очередь ассоциируются с подготовками к олимпиадам. И когда я поступил в НИШ в 7 классе, буквально через 2-3 месяца проводился отбор в Олимпийский резерв по химии. Я сдал экзамены и попал в этот Олимпийский резерв. Далее на протяжении 5 лет я участвовал и был призером областных, республиканских и международных олимпиад. Поэтому, когда я поступал в Назарбаев университет, для меня было очевидно, что я должен идти на Chemistry Major. На самом деле, помимо Назарбаев университета, я не рассматривал вообще другие варианты. Я как-то себе забил в голову, что бакалавриат именно я хочу сделать в Казахстане. А помимо Назарбаев университета я не видел ни одну кандидатуру именно по специальности химия. А дальше уже магистратуру, PhD и так далее я понимал, что я всегда мог сделать это за границей.
Ну и, наверное, еще тоже таким немаловажным фактором было то, что многие мои друзья, товарищи постарше тоже учились на Назарбаев университете. И, собственно, всех друзей, которых я встречал во время Олимпиад с разных городов Казахстана, мы все, грубо говоря, объединились именно в Назарбаев университете. Я понимаю, что сейчас, наверное, довольно несложно поступить за границу, но в те времена это было довольно сложновато, и поэтому для меня поступление в Назарбаев университет было очевидным. Касательно того, кто повлиял и кто помог мне поступить туда, по химии не было никаких проблем, так как олимпиадной базы было достаточно для сдачи экзаменов, но была проблема с биологией. Я помню, что еще в 9 классе я осознал, что для поступления в НУ требовалось сдавать химию и биологию. По химии было все хорошо, по биологии были большие проблемы, я вообще не понимал этот предмет, но, к счастью, все изменилось в 10 классе. Наши выпускники, которые по тем временам учились в Назарбаев университете, приехали в Ниш, в Талдыкурган, и начали готовить будущих выпускников, в том числе меня, для поступления в Назарбаев университет. Я записался тогда на курс по биологии, интенсивный был курс, буквально длился месяц, наверное, но за этот месяц я освоил всю программу, которая требовалась для поступления в НУ. И большой рахмет Перизат за то, что повлияло на это. И в дальнейшем, даже когда уже в 11-12 классе я учился, уже биология мне очень легко давалась. И что самое смешное, когда я поступил в НУ, по итогу по биологии я набрал на 1 балл больше, чем по химии. Уже будучи студентом 3-го курса в Назарбаев университете, я решил податься на программу спонсирования стажировок за границей от Есенов Foundation. И, к счастью, я выиграл эту стипендию. И далее был вопрос, где именно проходить стажировку и в какой стране, под каким профессором. На то время я работал под руководством Андрея Халимона, это был профессор в Назарбаев университете, и он мне сказал, что у него есть возможность отправить меня к его профессору в Канаду на стажировку. Собственно, что и произошло. Летом после 3-го курса я полетел в Канаду, в университет Брока. Там простажировался 3 месяца у профессора Георгия Никонова. И когда я уже вернулся на 4-м курсе обратно в Астану, для меня было очевидным, что, скорее всего, дальнейшее обучение я бы хотел продолжить именно в Канаде. Неважно, это магистратура или PhD, но параллельно я еще подавался на немецкую стипендию DAAD. Ее мне тоже посчастливилось выиграть, и там был выбор либо ехать в Германию, либо ехать в Канаду. Я все-таки решил выбрать Канаду. И вот после 4-го курса, конечно, из-за пандемии немного, как и всем, подпортила планы. Мне пришлось немного задержаться в Казахстане. Потом я приехал на магистратуру. И вообще, в целом, мой совет всем будущим выпускникам, кто обучается по техническим специальностям, отталкивайтесь не от локации университета, не от статуса университета. В первую очередь отталкивайтесь от статуса профессора, у которого вы собираетесь продолжать дальше обучение, будь это магистратура или PhD. Будучи студентом Назарбаев университета и школьником в Нише, мне казалось, что у нас нету проблемы с популяризацией науки и так далее. Мне казалось, что это такая же справедливая профессия, как и все. Но оказавшись здесь, на Западе, и уже смотря под другим углом, изучая инфополе в Инстаграме, я понял, что большинство нашего народа, они сконцентрированы именно на каком-то быстром заработке, на каких-то второстепенных профессиях и на профессиях, которые, возможно, на сегодняшний день актуальны, но не факт, что они будут актуальны на завтрашний день. И я вот поставил себя, например, на место какого-нибудь 4-классника, который находится особенно где-нибудь в регионах, и вот, допустим, у него в голове вакуум, и он заходит в Инстаграм, и первое, что он, скорее всего, будет видеть, это именно реклама по быстрому заработку, курсы SMM, мобилографии. И опять-таки против этих профессий я ничего не имею. Каждая профессия имеет место быть. Но одно дело, когда ты изучил разные сферы, разные профессии, то есть ты знаешь, каково это быть в науке, ты знаешь, каково это быть в инженерии, ты знаешь, каково это быть в маркетинге, и потом, когда ты взвешенно принимаешь решение, что вот, я хочу быть мобилографом, либо я хочу быть СММщиком, это одно дело, но другое дело, когда ты, ничего не изучив,
я вот натыкался на видео, где были девятиклассники, которые выкидывали свои аттестаты и дальше не продолжали обучение в школе, и я уже молчу вообще про университет. Конечно, потому что они считают, что зачем мне учиться в школе, зачем мне идти в университет, когда я могу быстренько за 2 недели пройти какой-нибудь курс и начать зарабатывать там 300-500 тысяч тенге в месяц, действительно. Но и вот во мне это все сидело. Во время магистратуры у меня не было времени как-то вести блог и так далее. А с тех пор, как я начал работать, у меня появилось время, там, после 5-6 вечера я обычно свободен, и на досуге я как-то раз сидел и понял, надо с чего-то начинать. Да, не знаю, получится ли у меня изменить какую-то ситуацию в Казахстане насчет науки, но, по крайней мере, моя совесть будет чиста от мысли, что я попытался. И вот в один из вечеров после работы я принял решение, что я хочу начать вести академический блог именно в Instagram. Назвал я его Alchemist, тут отсылка на мое происхождение из Алматы и тот факт, что я химик. Редакция We Project опубликовала список казахстанцев, которые задают тренды. И, как обычно, ни одного человека из медицины или науки. Это лишь очередное подтверждение того, что в Казахстане наука не популярна. В 12 лет я поступил в Назарбаев интеллектуальную школу. В то же время я вошел в состав Олимпийского резерва по предмету химия и был призером различных республиканских и международных олимпиад. Во время первой консультации у вас будет возможность рассказать о себе и о своих целях. И, к счастью, буквально за 2 месяца существования блога мои видео начали разлетаться, мой контент начали видеть многие казахстанцы, что очень радует, судя по количеству моих подписчиков, которое продолжает расти. И в тот момент я понял, что на самом деле не все потеряно и есть возможность влиять на людей. Вдобавок, я понимал, что мне посчастливилось иметь в моем окружении много близких людей, друзей, которые так или иначе соприкасаются с наукой или с тек-индустрией. У меня очень много друзей, которые делают PhD за границей, но о них никто не знает в Казахстане, и как раз-таки моя задача путем моего блога – это знакомить аудиторию с ними. Но, кстати, поначалу у меня была рубрика, в которой я путем мини-интервью, буквально 3-4 минуты, знакомил аудиторию со своими друзьями, где они быстренько, поверхностно рассказывали про свою деятельность, чем они занимаются. Но я понял, что 3-4 минут недостаточно для того, чтобы их раскрывать в полной мере. Поэтому зародилась новая идея запустить свой YouTube-проект, а именно подкаст Alla People. Я не знаю, когда выйдет данный эпизод Белес, но в скором будущем я обязательно запущу свой подкаст Alla People, поэтому YouTube встречай. В рамках данного подкаста я буду приглашать своих друзей, своих близких или просто знакомых, которые работают в науке или в тек-индустрии и которые гнут свою линию именно за границей. На сегодняшний день я уже отснял первый выпуск, не знаю, когда я его выложу, но поэтому, ожидайте новый YouTube-подкаст на казахстанском пространстве Alla People. Первое время в Канаде, во время обучения на магистратуре, я жил в маленьком городке Сент-Кэтринс, который находится возле Ниагарского водопада. И в сам Торонто я переехал буквально в начале 2023 года и уже почти на протяжении года здесь живу. Нужно понимать, что стандартное представление Торонто – это лишь даунтаун, именно сердце города, который очень маленький. Сам Торонто является частью GTA. GTA означает Great Toronto Area, и в него входит несколько районов. Точно так же, как, например, в Нью-Йорке у нас есть Манхэттен, Бруклин. Здесь есть районы, как Даунтаун, Норс-Йорк, Ист-Йорк, Скарборо и так далее. Я живу именно за городом немного, в мини-городке Скарборо. И основной, например, плюс жить немного за городом, это, во-первых, потому что в Канаде существует проблема с ценами на жилье, и за городом, конечно, немного дешевле. И вторая, наверное, основная причина, почему я живу там, потому что многие химические заводы, как, наверное, и везде, они не находятся в центре города, они находятся за городом. И моя компания Integris, где я работаю, она находится как раз-таки в Скарборо, и тут расстояния очень большие, поэтому в первую очередь ты должен искать свое жилье, отталкиваясь от того, где твое место работы находится. И я буквально нахожусь в 20 минутах езды от своей работы. Что касается климата, наверное, в городе, есть стереотипное мышление, что в Канаде везде холодно, хотя я с этим вообще не согласен. В Торонто, в принципе, зима такая же, как и в Алмате. Не прям низкие температуры и бывает влажно. Касательно криминала в городе, он есть, как и везде, в определенных районах, но в целом, мне кажется, все тут чувствуют себя в безопасности. На данный момент
я планирую в любом случае набираться опыта в западных компаниях, но в какой-то момент я все равно планирую возвращаться в Казахстан, как только будет какое-то интересное предложение по работе, либо, возможно, какой-нибудь перспективный казахстанский стартап, я буду всегда рад вернуться. Относительно других предметов, химия в целом считается довольно сложной и очень узкой специализацией. Поэтому, чтобы освоить химию, вам как минимум нужно иметь базовые знания в математике, в физике, в биологии и где-то даже в программировании. Поэтому мой, наверное, совет, если говорить школьникам, занимайтесь олимпиадной химией, вам это в дальнейшем очень сильно поможет. Теперь, если разберем случай студентов бакалавра, во-первых, чтобы работать в международной компании, степень бакалавра – это must-have, вы обязаны иметь хотя бы степень бакалавра. А если вы хотите уже более престижные позиции и повыше зарплаты, то там уже требуется и магистратура, и PhD. Теперь давайте поговорим про студентов бакалавриата. Я бы советовал не пропускать лекции, впитывайте все знания, которые вам даются, потому что на бакалавриате вам не обязательно шарить во всех сферах химии, потому что их очень много. Вам достаточно посещать все эти лекции, чтобы хотя бы понять, в какой сфере вы хороши, либо, может быть, химия вообще это не ваша. Но теперь самое важное – это понимать то, что помимо теоретических знаний, наверное, более важный фактор – это прикладные именно способности. То есть вы должны уметь работать в лаборатории, вы должны чувствовать комфортно себя, когда вы работаете в лаборатории, потому что все-таки химия – это довольно опасная еще сфера, и если вы не уверены в себе или в том, что вы делаете, могут быть разные печальные исходы, поэтому всегда будьте уверены в себе. А чтобы быть уверенным в лаборатории, вам нужно уже набираться опыта на бакалавре, например, на бакалавре, то есть в любых престижных университетах вместе с курсом по химии предполагается, что есть еще практическая часть, именно где вы делаете лабораторные работы. Советую их не пропускать. Вдобавок, всегда старайтесь работать под руководством какого-то профессора и вести научную деятельность. Неважно, добьетесь ли вы каких-то результатов, либо будет ли у вас статья, это не главное. Самое главное – это именно развить свои вот такие вот скиллы, чтобы руки чувствовали себя комфортно, когда вы обращаетесь с химическими реагентами или с каким-то оборудованием. Далее, помимо этого, я советую всем пытаться участвовать, выигрывать международные стажировки, возможность стажироваться именно за границей. Таким образом, вы посмотрите, как те или иные вещи делаются в разных культурах, в разных лабораториях. Теперь, если говорить о софт-скиллах, опять-таки, если вы будете стажироваться за границей, вы уже будете знать, как коммуницировать с разными национальностями, да, какие культурные особенности есть. В международной компании вы будете работать с разными людьми. Будут плохие люди, будут хорошие люди, но вам, чтобы поддерживать хорошие отношения, вам нужно уметь быть гибким человеком. Когда вам что-то не нравится, старайтесь отстаивать, да, свое мнение, говорить, что что-то неправильно, да, но всегда будьте доброжелательными. То же самое, поскольку это международная какая-то компания, скорее всего, там будет присутствовать определенная иерархия. Самое главное, надо не бояться идти, да, к своему боссу, менеджеру и максимально доброжелательно высказать свою позицию. И опять-таки, тот факт, что если вы будете стажироваться за границами, вы будете знать, как коммуницировать с различными национальностями. Если оценивать химическую индустрию в Казахстане, мне кажется, что у нас все печально. Основная причина потому, что основной фокус государства уделен именно добыче, именно химической добыче, там нефть, да, минералы и так далее. Несмотря на то, что у нас, вот говорят, да, вся химическая таблица Менделеева доступна, но мы лишь сфокусированы на добыче, хотя нужно фокусироваться на производстве. Вот где именно лежит сама химия, потому что, когда мы говорим про добычу нефти, это не химия, это химическая инженерия. Вот. Лично я вижу решение такое, нужно, наверное, применить такую же модель, что государство сделало с НИШ и с Назарбаев университетом. То есть я понимаю, что тяжело начать, да, с нуля строить завод по производству там чего-то и так далее. Поэтому нужно, наверное, привлекать какое-то финансирование со стороны государства и привлекать
зарубежные компании, чтобы они заходили на казахстанский рынок с иностранными кадрами, которые, в свою очередь, будут обучать местные кадры. И уже в перспективе на 5-10 лет наши местные кадры уже они обучатся, да, и они смогут заменить иностранные кадры, и иностранцы уже вернутся к себе в страну. Собственно, что мы и наблюдаем, произошло, да, с Нишей, с Назарбаев университетом. У нас были иностранные учителя, у нас были иностранные профессора, но с каждым годом их количество уменьшается, потому что их заменяют уже выпускники Ниш и выпускники Назарбаев университета. Кадров, которые могут работать на этих заводах, я считаю, что нужно развивать именно прикладную химию. То есть в школах, да, почему школьникам, многим кажется, что химия — это сложный предмет, химия — это скучный предмет? Конечно, потому что если мы отбросим такие школы, как Ниш, РФМШ, КТЛ и так далее, во многих школах, особенно в регионах, у них нет доступа к хорошему лабораторному оборудованию. Поэтому школьникам действительно кажется, что химия — предмет скучный, сложный, потому что все, что они видят, это только учебники по химии, это какие-то задачки и никакого практического навыка. Поэтому я считаю, что нужно выделять достаточное финансирование для оснащения школ именно лабораторными навыками. И уже самое важное, конечно, все университеты должны иметь хорошее оборудование, чтобы у студентов была возможность именно развивать, как я до этого говорил, hard skills, именно прикладные. И в таком случае, я думаю, успешное будет замещение иностранных кадров нашими местными кадрами. В Канаде работать на самом деле очень даже комфортно. У каждого сотрудника есть свои права, которые он может отстаивать. Вдобавок, очень немаловажно, что работодатель обеспечивает полной страховкой, именно медицинской страховкой своих сотрудников. Но в целом надо понимать, что Канада очень большая страна с очень маленьким количеством населения, в принципе, как и в Казахстане. Поэтому здесь рынок очень маленький, очень мало вакансий и относительно очень низкие зарплаты, если мы будем сравнивать с той же Америкой. Вообще, любые свои свободные выходные я пытаюсь путешествовать, как можно больше путешествовать. А если говорить про свободное время, я предпочитаю смотреть фильмы, сериалы, аниме. Иногда даже грешу, корейские дорамы смотрю. Вот. И либо вижусь с друзьями. Но, честно говоря, в последние месяцы любая моя свободная минута, она занята именно развитием блога Alchemist. И на данный момент все мое свободное время уходит на запуск подкаста, о котором я ранее говорил, подкаст Alla People на YouTube. Вот без лишней лести, я считаю, что создание организации Alumni Niche — это очень крутая инициатива, которая объединяет всех выпускников Ниш. С годами ты понимаешь важность нетворкинга, а благодаря Alumni Niche у тебя есть возможность нетворкиться со своими же ребятами, теми же выпускниками Ниш. И я вроде бы закончил школу 8 лет назад, а тебе до сих пор помнят, и это очень приятно. Поэтому большой рахмет Alumni Niche и дальнейшего вам процветания во всех ваших начинаниях.